Следующая, важнейшая история, которая мне очень помогает, это Чингисхан. История Чингисхана, честно скажу вам, я каждый год смотрю один сериал, есть, который 30 серий, китайцы, которые снимали. Наверное, я просмотрел этот сериал 20 раз, это может быть даже больше. Но я его снова смотрю каждый раз. Почему? Потому что это супер история, это очень большая история, очень сильная история. А вы знаете, это факт, это же не надуманно, это же факт. Как парень, который в пустыне вырос, смог создать такую империю, которая 300 лет жил. Но ведь он же не учился в военной школе, он же не учился никакие образования, он не учился в Гарварде, он не учился в Кембридже или где-то. Но ему удалось создать структуру, которая 300 лет смог жить. Не каждая компания живет 300 лет, не каждая организация живет. И еще самое интересное, ему удалось объединить Китай. До него Китай, она была разные провинции, и они убивали постоянно друг друга. Ему удалось объединить Китай. Понимаете, его государство было 2 раза больше, чем государство Римская империя, 4 раза больше, чем государство Александрской Македонии. Вы понимаете, это чудо. Это действительно чудо. Я многому учился у него. Хотя нам преподавали его как жестокий человек, его преподавали нам как человек беспощадный, как будто он жестокость и так далее. На самом деле нет. Когда внимательно изучал, я прочитал много литературы про него, все это в фильме посмотрел многократно, и я понял, он действительно сильный стратег и справедливый человек. Его власть – это в справедливости. Я кое-что понял. Именно, по крайней мере, я это брал для себя, что власть появится только у того человека, у которого есть справедливый взгляд к жизни. Я внимательно изучал, это 30 серий от Чингисхана, и это меня очень сильно мотивирует, вдохновляет. Не то, что убивает и так далее. Я от него учился, как команду создать, как стратегию разработать, как преодолеть. Понимаете, он 4 раза воевал с армией, которые превосходили его армию многократно. И он победил. Это стратегия. Это как он это делал? Вот это очень мощнейшие механизмы. Я об этом учусь. Когда смотрю историю, я стараюсь в этой истории чему-то научиться, чего-то хорошего усваивать для себя. Следующий человек, и чья история меня вдохновляет и помогает, это история Чингисхана, это история Брюс Ли. Вы понимаете, это парень, 33 года, это легенда. Он выходит на первую тройку самых узнаваемых людей в истории человечества. Его знает, он выходит на первую тройку, вы понимаете, весь мир знает его. Эту парень жизнь отдал мало года, 33 года, это очень мало, но он успел за 33 года написать свое имя на веках. Его любят все. Его любит огромная масса народ. Понимаете? Не существует человек, который про него не слышал. Вы понимаете? 3 важные вещи, которые он научился делать, достигать, до сих пор никто еще не повторял. Это удар на 1 дюйма, 2 сантиметра, отжимание на 1 пальца, и еще скорость. Его скорость, иногда видео, которые снимали, его скорость не могли видеть. Он так отточил свое мастерство путем тренировок. Я хочу сказать, что это показатель, что человек может превосходить себя. Человек способен превосходить себя. В жизни успешных людей много хороших историй. Но это те, которые я сейчас вспомнил на ходу и рассказываю вам. Они меня очень мотивируют, они очень меня вдохновляют. Каждый раз, когда Брюс Ли столкнулся с трудностями и так далее, он говорил так: единственный способ стать лучшим – дрись лучшими. То есть его методика, его стиль, это джет-кундо и так далее, он отбрасывал все другие, то есть он изучал много видов восточных единоборств, и все, где были сложности, лишние движения, все убрал. Вы понимаете, это как
как очень важно убрать все ненужное, лишние движения убрать, оставить только самые эффективные. Никаких лишних движений. И я эту философию принес в бизнесе. Вы знаете, почему я стал хорошим тренером? Ничего лишнего. Говори простые вещи. Самые эффективные вещи. Простые вещи, которые любой человек может практиковать. И пойдет и делает. Это очень важно. Очень важно свой стиль разработать. Очень важно свою методику разработать. Создать свой продукт. Создать самого себя. Создать самого себя. Создать свой рынок и расширять этот рынок. То есть ты создаешь себя сначала как мастер, а потом создаешь вот в этом продукт, а потом на этот продукт создаешь рынок. Маловато быть талантливым, маловато быть гениальным, маловато быть хорошим, не знаю, актером или певцом, или инженером, или геологом, или кем-то. Если ты не можешь это знание превращать в деньги, создавать рынок, а потом максимально усилий вложить надо, чтобы расширять этот рынок. Это супер. Это очень важная вещь. Поэтому одну из вдохновляющих историй, которая меня мотивирует, это Брюс Ли. Я когда устаю, когда что-то, когда иногда неохота что-то делать, хочу откладывать на завтра, я включу какой-то либо его фильм, и включу какой-то-нибудь что-то такое, и начну двигаться. Следующая история, которая меня очень вдохновляет, это Сильвестр Сталлоне. Вы понимаете, что это парень из бедной семьи. Это парень не умел говорить. Понимаете, его не брали каждый раз, когда конкурсы были, его не брали. Потому что он плохо говорит на английском. Как я вообще плохо рассказывал на русском, он вообще плохо говорит на английском. И вы знаете, и он писал именно сценарий Рокки Бальбоа. И вообще никто... И проблема была в том, что никто не хотел снимать этот фильм раз, и не брали на компании сниматься с этой. И самое плохое было в том, что он хотел сам играть в нем. Он хотел сам играть, и поэтому они, когда режиссеры слышали, что он сам хочет играть, они говорят, ты что, с ума сошел? Вы понимаете, он продал единственную свою собаку, у него ничего не было. Он продал свою собаку, и на эти деньги как-то выжил. До тех пор, пока нашел какая-то кинокомпания, которая захотела снимать этот фильм и согласилась снимать его именно с его самого участия. Этот парень создал два великолепные истории. Это два образа. Образа, которые в голове и сердцах миллионов людей остаются. Это Рокки Бальбоа, это Рэмбо. Рэмбо – это два величайшего образа. Вы представьте на минуту, он смог себе позиционировать, смог себе продать, смог себе создать рынок такой, что этот образ остается в голове любого человека. Вы говорите человека Рэмбо, он сразу запоминает. Это мужественный, это сильный, это победитель и так далее, и так далее. Это надо уметь делать. Одним словом, надо уметь себе создавать. Никто за вас не будет это делать. Следующая история, которая меня очень сильно вдохновляет, это основатель Макдональдса, Рэй Крок. Это вообще что? Он сильный продавец. Он смог видеть, он видел, как Мак и Дональд, два брата, как они делали это небольшой ресторанчик. Он видел в него масштаб. Он видел в него масштаб и понял, как это можно сделать тысячи. Это супер история. Колоссальная история. Я люблю что-то масштабное, что-то большое. А сегодня Макдональдс, посмотрите, обгонял по количеству недвижимости даже католическая церковь. Бизнес Макдональдс – это не гамбургеры, как мы думаем с вами. Это бизнес-недвижимость. Это супер история. Я временами смотрю фильм «Основатель», включу и сижу, и специально смотрю на него. Следующая история, которая меня очень сильно вдохновляет, мотивирует, это речь Арнольда Шварценеггера. Я включу его специально, чтобы слышать. В YouTube есть такая речь, где написано, что эта речь прошло 100 миллионов просмотров. По-моему, что-то такое написано. А вы знаете, он действительно супер выступает в этом речи. Он говорит о том, что у меня было видение, я хотел стать мысль Вселенной, и 20 лет я этим стал. Вы представьте, какое чудо.
Это парень, 20 лет мисс Вселенной. Он говорит, что я ставил перед собой цель и каждый день тренировался. В фильме говорит, качать железа. Я тренировался, и люди всегда подходили ко мне и сказали, послушай, тут все хмурым лицом, с трудом тренируются, а ты по 5 часов тренируешься и по-прежнему улыбаешься. Он говорит, я знал, что каждый раз, когда поднимаю и так далее, каждый раз качаюсь, это меня приближает к моей цели. Здорово. Это крутая история. Крутая история. Парень ставит перед собой цель стать мисс Вселенной и ставит цель. Он говорит, я приехал в Америку, чтобы сниматься в хороших фильмах, стать известным. И я это сделал. И круто, это классно. Его фильмы стали очень успешными. Были фильмы, которые провалились и так далее. Это нормальное явление. Но «Терминатор» и так далее, его знает весь мир. И этот парень стал великим, известным человеком.